Марьяна, добрый день. Добрый день. Еще раз. Из того немногого, о чем мы успели поговорить буквально совсем перед записью, я так понимаю, что есть какие-то очень серьезные подвижки в уголовном деле вашего брата. К сожалению, я вынуждена у вас об этом спрашивать, потому как с некоторых пор, уже очень много заседаний, я не могу попасть на судебный процесс. Значит, военный суд каким-то образом ограничил мое участие в нем. Правда, ни документа, ни какого-то другого обоснования этому я все еще не получила. Но, тем не менее, расскажите, что на этот раз случилось и что за прорыв в деле. Ну, с первых дней задержания моего брата он говорил, даже в показаниях он своих дал, что из дома забрал он автомат отцовский, который не работал уже очень много лет. Боек с него был снят, повезти мастеру на ремонт. Но как бы никто нас не слышал, не видел, как бы там появился какой-то другой автомат, непонятно, дальних наших родственников, еще который проходил по делу очень много лет тому назад, лет 25. Ну и все, весь процесс он говорил, я скажу правду. И ни мы, ни я, никто из членов нашей семьи вообще даже не знал о той правде, которую он сказал в конце. И, видимо, своему адвокату первому он тоже явно не доверил. Потому что если бы доверил, бы до того времени не дошло. И последний тоже как бы не в обиду нынешнему адвокату. Когда уже дело дошло до показаний его, он сказал, ну как бы объяснил все, что там произошло. И сказал автомат отцовский, что лежит неподалеку от того места, где был найден труп человека. И попросил суд выехать на это место, чтобы изъять автомат, ну, потому что, как бы, доверие, он сказал, что я не покажу и не скажу, пока вы меня самого не вывезете, потому что доверия, в принципе, уже особо никому не было и нету. Но суд отказал моему брату и его адвокату, но рекомендовал обратиться в Гагринскую милицию. Ну, после окончания суда адвокат наш выехал в СГБ, чтобы схему нарисовал брат, где что как находится и где как можно искать. После этого уже мы вместе с ним выехали в Гагринскую милицию. Он написал официально заявление, чтобы приняли, ну как по вновь открывшимся обстоятельствам, изъяли автомат. Но Гагринская милиция нас не приняла. Они отправили нас в прокуратуру. В смысле не приняла, это их прямая обязанность? Ну, не приняли они нас. То есть вам отказали? Да. Так. Потом нас отправили в прокуратуру, но рабочий день уже был закончен. Нам сказали приходить в 9 утра. Ну, после этого с адвокатом мы и с отцом поехали в милицию. Он предупредил, что место, где находится автомат, будет охраняться до утра. Отцом, адвокатом и еще членами семьи. Если вдруг что-то произойдет, как бы, ну, на вашей совести будет. Да, по информации, ну, как бы, то, что сказал мой отец и адвокат, 6 машин, говорит, заезжали, смотрели, выезжали. Ну, там такое место, чтобы просто заехать, причем в час ночи, в 2 часа ночи, без надобности, ну, нету. И смотрели. Эти, когда начинали фонарями ходить, они разворачивались и уезжали. Ну, на второй день утром... То есть ваши родственники, отец, члены семьи до утра охраняли территорию охраняли, да. эту? Да, там въезд один, именно где автомат лежал. И вот перед этим въездом они стояли и потом ходили по кругам с фонарями и охраняли. Ну, потому что там не только можно было на машине заехать, но и пешком пройти по другой стороне. И утром отца оставили там с родственниками на машине, а адвокат приехал, мы в 9 часов пошли в прокуратуру. Прокуратура нам, ну, прокурор одобрил, они поехали в милицию. В милиции официально, ну, как бы все как полагается, они поехали изымать автомат. Ну, и в этот момент была попытка практически перед носом вытащить автомат. Ну, просто они место не так допоняли, там 2 бака стояло, они перед первым пошли. И когда отец подошел, они его увидели, сели в машину и уехали. Ну, автомат был изъят, официально с понятыми, как полагается. А эксперт был на месте? Эксперт тоже был на месте. И сразу, как мне сказал мой адвокат, ну, потому что меня там не было, эксперт сразу сказал, что автомат уже более года лежит
никаких следов, что кто-то в это время приходил и уходил. Просто в таком месте он лежит, что туда нету надобности ходить. И он не рабочий. Почему он сказал, что он больше года, он покрыт ржавчиной был. Его изъяли, официально забрали, все, протоколы все сделали, даже видеосъемка есть, его изъятие. А после этого на очередном судебном заседании адвокат наш заявил, что официально хочет истребовать и приложить его к делу. Вопрос, откуда взялся второй автомат, который проходит по делу. Почему это так существенно? Потому что это орудие убийства, этот автомат, который а отцовский автомат, он не стреляет и не стрелял уже много лет. То есть тот автомат, который все это время находился в уголовном деле, и, собственно, из которого был убит человек, это автомат не вашего брата. Нет. Доступа к нему у него не было. Нет. И он проходил по другому уголовному делу? Да, 25 лет тому назад хозяин того автомата был убит этим автоматом. Изъяли его тогда, не изъяли, этого я не могу сказать, но по факту человек был убит с того же автомата 25 лет тому назад, который проходит на данный момент по этому делу. Что теперь? Как вы думаете? Я понимаю, что гадать вообще в таких делах, правовых нельзя, но если все это время, сколько длится следствие, военная прокуратура настаивала на том, что автомат, который в деле, из него стреляли, каким-то образом, наверное, привязали вашего брата. Я, к сожалению, не знаю материала дела. И сейчас появился другой автомат, который действительно принадлежит вашему отцу, который использовал ваш брат, забрал его с собой в нерабочем состоянии и так далее, то как быть теперь? Это очевидно. Он изначально, в принципе, говорил, и все свидетели тоже утверждают, что он вышел из дому с автоматом. Вот автомат, с которым он вышел из дома. Отцовский испорченный автомат. А откуда взялся другой автомат? Как он появился в деле? Вопрос. Я так думаю, это логически все ясно, что изначально все было шито белыми нитками. И все время, когда я пыталась донести, мне говорили, что я просто своего брата пригораживаю, его защищаю. И вот то, что я и слышала, в принципе, от всех. И самый главный вопрос, который сейчас встанет перед судом. Если это автомат отцовский, который он забрал из дома, откуда взялся этот автомат? Кто его подложил? Это который в деле. Кто его подложил? Вообще откуда? Где его взяли? И кто является убийцей этого несчастного человека, которого непонятно как убили?